В ингушских лесах обитают более 200 видов животных. Введение Минприроды 26 охотничьих угодий площадью более 60 тысяч квадратов. И кто тут только не водится. Лесные массивы имеются во всех районах. В основном обитателями леса являются из парнокопытного. Это косуля, кабан, а так вот хищники, вот волк, лиса, шакал, вот этими видами, в основном вот поблизости. Именно парнокопытные инфицируются вакциной крайне редко и не заражают людей. Другое дело хищники, лисы и волки – основные переносчики смертельного инфекционного заболевания бешенства. Выход один – вакцинация. Рабическая вакцина, она нам всегда вот предоставляется нашим ветеринарным управлением. Мы во всей нашей деятельности всегда с ними тесно сотрудничаем, и при мониторинге АЧС они осуществляют отбор патологического материала. Вот они тоже недавно вот нам дали вот рабическую вакцину, чтобы выложить. Специальные брикеты раскладывают на расстояние в 1 квадратный километр. Внутри спрятана вакцина. Изготавливаются они из продуктов съедобных для животных, а привлекают специфическим запахом. За первый этап ежегодной вакцинации экологи разложили порядка 200 доз. 100% там определить, насколько она эффективна, мы не беремся, но единственное вот факт, показатель того, что она эффективна, это то, что вот в случае заражения вот, или бешенства вот последние годы в наших охотничьих угодьях, вот особенно и диких животных, плотоядных, не выявлялись. Никакой опасности для человека эта вакцина не представляет. Животное, почуяв запах, раскусывает брикет, и вакцина попадает в слизистую. На 21-й день после вакцинации формируется иммунитет против вируса продолжительностью на 12 месяцев. Как делятся специалисты, вакцинация животных – это самый эффективный метод для выработки антител. Как известно, бешенство является острым инфекционным заболеванием человека и животных, при котором поражается центральная нервная система, а заканчивается все, как правило, смертью. Обильное слюноотделение, вот, они абсолютно уже не боятся ни людей, вот, могут подойти, даже если даже люди сидят где-то, или могут выйти на дорогу, зайти в населенный пункт. Вот если вот, любой гражданин, любой житель нашей республики вот, увидит такое животное, то надо немедленно сообщить нам. Мы вот вместе с ветеринарной службой вот проведем отстрел и проведем исследование, и вот исключим возможность того, что вот это животное заразит других. На этом забота о лесных обитателях со стороны Минприроды не заканчивается. Чтобы пережить зиму, некоторым животным нужна людская помощь. Поэтому егеря регулярно заготавливают подкормку для них. Рациону можно позавидовать. Продолжаем биотехнические мероприятия. Вот самый посещаемый. Это третья кормушка у нас. Далеко находится от всех населенных пунктов. Буквально ничего не оставили. Прошлый год мы заготавливали веники, что-то они не так ели. В этом году решили сеном их вот угощать. Соль полностью съели, соль. Вот новый волю. Подкармливают обитателей леса круглый год, но особенно в самое тяжелое для зверей время – поздней весной и с приходом первых холодов. Такие меры очень важны для животных, так как они находятся под постоянным воздействием условий окружающей среды. Они зависят от климата, растительности, рельефа, особенностей гидрологического режима, а также от состава и численности других представителей животного мира. Зимний период у нас всегда вот проходит подкормка, потому что сейчас те корма, которые есть, они не такие сочные и питательные, как весенне-летний период. Поэтому это одно. А во-вторых, вот сейчас, вот когда вот перепады температуры вот случаются, вот туман, и потом вот все покрывается инеем. Вот этот период самый сложный для животных, для копытных, которые вот питаются стеблями, там, сухой травой. Вот чтобы как-то им помочь, вот егеря вот в летний период заготавливают и сено, и веники, и веточные, крапивные, вот, и потихоньку, по мере вот необходимости, их выкладывают. Подкормка позволяет не только спасти от голода, но и удержать обитателей леса от перекачиваний, а при необходимости подлечивать их лекарствами. Говоря о бешенстве, на сегодняшний день последние случаи летального исхода в республике зарегистрированы в 2009 году. Жителя покусала бешеная собака, пострадавший тогда не обратился своевременно к врачу. Далее Асканова, Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24.